Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Тимофей Баженов, и сегодня я приглашаю всех вас совершить удивительное, увлекательное путешествие. Вы знаете, что со мной скучно не бывает. Вот и сегодня будет интересно. Прямо передо мной широкая дорога. Слева Назрань. Прекрасный, красивый город, но налево я сегодня не пойду. Прямо и чуть правее, пожалуй, самое большое село в России. Оно называется Икажево. А дорога-то ведет в столицу Ингушетии, Магас. Что, собственно, и видно вот на этой стеле. Написано золотом Магас. И скоро вы поймете, что золото, пожалуй, самый подходящий материал для того, чтобы написать это слово. Развиваются три флага. Тот, который справа красный, на красном поле солнце и орел. Это флаг Магаса. В середине флаг нашей с вами родины России. Ну, а крайний слева – это флаг Ингушетии. Следуйте за мной, сегодня будет интереснее обычного. Для того, чтобы попасть в город, нужно перейти через мост. Довольно красивый, уверенный, крепкий. Мост через реку Сунжа. По 4 углам 4 скульптуры. И это орлы. Орел – символ Магаса. Он, кстати говоря, и на флаге запечатлен. А почему, спросите вы? Да потому что прямо в городе живут самые настоящие орлы. Как в прямом, так и в переносном смысле. Давайте перейдем вместе со мной через мост и наведаемся в гости в первый дом. Первый дом Магаса. А это, дорогие друзья, мэрия. Вот эта улица, вот этот дом. Улица Идриса Зязикова, дом 2. А здание – мэрия. Городского главу зовут Беслан Цычоев. Беслан – уважаемый человек. Его знает каждый житель города. Да что города? Вся Ингушетия знает Беслана Цычоева. А почему? Потому что о нем говорят «понимающий». Он никогда не пройдет мимо, если видит, что творится какой-то беспорядок или, не дай бог, зло. Всегда вмешается, исправит и наставит на путь истинный. Ну, пойдемте знакомиться. Беслан как будто чувствует, что к нему гости. Как и полагается джигиту, он одет с иголочки. И все же перед тем, как встретить меня на лестнице, уверенно поправляет безупречно завязанный галстук. Вверх по лестнице мы поднимаемся быстро. У Беслана нет одышки, подтянутой, спортивной. Он сразу сообщает, для чего он оказался в этом кабинете. Я сделаю все возможное, чтобы превратить город Магас в настоящую столицу. Красивый, безопасный, чистый, уютный город. В просторном кабинете ничего лишнего. Это генплан города Магас от 1997 года. Правда, в последнее время чуть видоизменился. На столах разложены планы и схемы. Подобно Кутузову, Беслан Цычоев склоняется над картой. Это мэрия города Магас, где находится и мой рабочий кабинет. А здесь уже администрация главы Республики Ингушетия. А рядом с администрацией уже здание правительства, напротив здания парламента или народного собрания Ингушетии. В этом месте мы собираемся построить большой торгово-развлекательный центр. Нам не хватает и драматического театра, поэтому в плане генплана города был заложен драматический театр на 800 мест, который будет построен в этом месте. А здесь у нас будет построена филармония с залом на 500 мест. В этом месте. И рядом с ним будет находиться библиотека на 200 000 томов.
Вот это место очень подходит, и по генплану изначально было заложено так, что в этом месте мы построим мечеть. И сегодня начато строительство соборной центральной мечети в Магасе именно в этом месте. Мечеть – это очень важное сооружение, и поэтому все остальные постройки просто нарисованы на карте. А мечеть уже готова, просто маленькая. Это макет. Когда она построится, это будет настоящая жемчужина Ингушетии. И она обязательно построится. Посмотрите пока на всю эту красоту в игрушечном варианте, в макетном. Вот резиденция главы Республики Ингушетия, и напротив администрации главы республики находится башня, Ингушская башня, башня Согласия. Я, как мэр Магаса, считаю, что нашему городу нужна красивая набережная. В ближайшем будущем вдоль русла реки Сунжа будут ездить велокебы, появится свой велотрек и красивая набережная. Красиво говорить в кабинетах многие умеют, но нужно уметь держать слово. Ингуши всегда свое слово держали. И я отправился на улицу осмотреть город. Магас отличается от других городов в первую очередь продуманностью. Здесь нет праздно шатающихся. Все люди заняты делом. Мужчины созидают, женщины следят за очагом. Если и идут люди по тротуарам, значит по делу. Вот строитель. Посмотрите, как спокойно и уверенно он передвигается по лесам. Подобно эквилибристу-канатоходцу в цирке, этот человек почти не глядя идет по своим делам. Он знает, ни один волос с его головы не упадет без разрешения Аллаха. И поэтому он спокойно делает свое дело. Строит Магас. Когда-то, 20 лет назад, здесь было картофельное поле. И местные жители говорили, нет ничего лучше той картошки, которая именно в этой земле растет. Уж больно земля плодородная, жирная. И вот однажды положили сюда камень и написали, здесь будет город заложен. И выяснилось, что камень, опущенный в плодородную почву, пророс и дал плоды. Вот он, практически не изменился с тех пор. Но вокруг вырос прекрасный город, столица Ингушетии. Недалеко от памятного камня я встретил Нурдина Кадзоева. Седая борода и молодые, светящиеся разумом глаза. Нурдина знает каждый, ведь он историк с большой буквы. Новейшая история Ингушетии творилась на его глазах, и он участвовал в ее создании. Но столица – это голова. Без головы ни республика, ни народ, ни человек не может существовать. Я думаю, что столица нужна любой республике. Место под новый город искали долго. Было несколько проектов, там, планов, и в конце концов остановились вот на этой территории. Я был от президента в оргкомитете, который придумал название. Я сейчас уже даже их не вспомню. Там были Ангушт, Орел, Эрзи, Бешлам, Казбек, вот то, что мы видим за моей спиной. Я предложил назвать Магас. Это столица средневекового аланского государства. Мне вот недавно, в прошлом году, выделили здесь квартиру вот за то, что я назвал город. Но квартира маленькая, моя библиотека в квартире не поместится. Я продолжаю жить в своей квартире в Назране. А квартиру я подарил своему сыну. Сейчас в этом году его нужно женить, и он туда переедет. Новейшая история не может существовать в мире, где люди не знают истории своих предков. Город Магас появился не просто так.
Именно так называлась столица древнего аланского государства. И место это очень важно. Именно здесь пересекался Великий Шелковый путь с путем из Варяга в Греки. Жители древнего Магаса могли постоять за себя. Из всех городов Восточной Европы Чингисхан и Темуджин выбрали всего лишь два – Магас и Киев. Монголы справились с Магасом и убили 270 тысяч защитников. Хан Батый докладывал верховному хану Угидею, своему дяде, что битва за Магас была самой сложной в истории их армии. Поход монголов на Аланию положил конец существованию древнего Магаса. Но Магас жил в сердцах ингушей и возродился как птица Феникс из пепла былых сражений. Слово «Магас» можно перевести как «место солнца». Еще недавно солнце у ингушей обозначалось словом «ма». Также называли наше светило и урартрийцы. «Га» значит диск, круг, а «с» появилось от слова «са» – место или земля. Магас – город солнца. Ингуши свою историю знают, тем более, что она здесь во всем – в воде, в воздухе, в земле. Каждый метр этой земли напичкан древней археологией. В течение 5000 лет здесь жизнь бурлила, кипела и не прекращалась с тех пор вплоть до наших дней. Умалат Гадиев много улыбается, и о нем говорят. Умалат знает свое дело. Он целыми днями готов копать ингушскую землю. Он археолог. Вот, пожалуйста, интересный фрагмент. Это каменная зернотерка, в общем, с плоской стороной одной. В общем, вот мы его можем видеть. Вот, пожалуйста, вот этой стороной производилось обмельчение зерна. В общем, мы видим здесь какие-то следы патины такой определенной. Ну, скорее всего, это можно говорить о том, что как раз зерновые продукты были здесь в активном обиходе и обрабатывались. Подумать только, этой штуке более 2000 лет. Здесь действительно нужно с уважением относиться к каждому камню. Это мне помог понять Умалат Гадиев. Вот это что торчит из стенки? Чернил подтверждение того, что здесь археология представлена многогранно. Еще один черепок, верхняя часть сосуда. Здесь видно прямо аккуратно обработанная гончарная грань. Совершенно верно. Здесь очевидно, что гончарное производство достигло высокого уровня. И свидетельствует, чему мы видим перед собой. Умалатом копали землю руками, а теперь с высоты орлиного полета осматриваем город вместе с мэром. Вы видите, что на этом поле, на котором когда-то люди сеяли картошку, кукурузу и так далее, появился целый город. И многоквартирные дома, и объекты социальной и культурной направленности, и многое другое строится в Магасе. А мы с Бесланом продолжаем не спеша прогуливаться по городу. Аллея названа в честь матерей России, в честь праздника, посвященному Дню Матери России. И мы собираемся сделать в этом месте пешеходную улицу и превратить эту аллею в своего рода Старый Арбат, как в Москве. Здесь будут гулять дети. Это место, я думаю, привлечет внимание и туристов, станет излюбленным местом отдыха для горожан, так и для жителей нашей республики, в том числе и приезжих гостей.
Если двигаться по аллее матерей России в сторону набережной, слева школа. Заходим без предупреждения. В нашей школе работают различные секции, кружки, студии. Школа предназначена на 704 посадочных мест. Детей больше. Прекрасно. Это прекрасно. Сейчас учителя уже знают, что мы с мэром в школе, а дети еще нет. Садитесь. Весна Чуй и Тимофей Баженов. Давайте поприветствуем. В школе рады гостям. И дети поют два гимна – России и Ингушетии. Давайте послушаем. Комментарии излишни. Просто вглядитесь в эти прекрасные детские лица. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на всех времена. Лом мягкого солдата, даляться улгого лейче, кура ёлошниковой дахо, дуни мелодяго лейче, алахдяла ниц бага лейче, весендяла ёхнего лейче, алахдяла ниц бага лейче, весендяла ёхнего лейче. Славься, Отечество, наше свободное, княжских народов союз вековов, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Дети поют о данной предками мудрости народной. И только здесь, пожалуй, все понимают, о чем идет речь. Уважение к старшим, уважение к подвигу ветеранов – основа ингушской культуры. Николай Дмитриевич Гайтукиев сейчас редко выходит из дома, но недавно летал в Москву в гости к Путину. В этот раз я в Москву ездил получать медаль о окончании 70-летия Великой Отечественной войны. Ну, в основном, конечно, сами знаете, встретиться с Путиным, увидеть его. Это для нас очень-очень такое боевой дух дает нам, понимаете? В Сталинграде воевал. После Сталинградской битвы наша часть пошла на запад. Польшу освобождал я. Все это мы с боями освобождали. Шли на Берлин. И только здесь понимаешь, что залог кавказского долголетия не только воля к жизни, но и уважение со стороны младших поколений. А как можно не уважать человека, который вот так закаляется? Я каждое утро с постели под холодную воду я обливался холодной водой. Вы представляете, это после этой холодной воды как будто вот и силы, и движение, все у меня да совсем другое. Для человека холодная вода – это много значит. Она сразу и не дает стареть. Выглядишь всегда как молодой. Днем и ночью строится красавец Магаз. Рабочие останавливаются только чтобы перекусить и помолиться. Днем и ночью лезут в небо леса, варится арматура, кладется камень, заливается бетон. Пойдемте вместе со мной на стройку и познакомимся с настоящими работягами, со строителями новой столицы, пожалуй, с самыми главными людьми в Ингушетии.
Хамид Яндиев – инженер. В советское время он был большим начальником. Его всегда тянуло к знаниям. Он много читал, да и сейчас без книг не может. История Ингушетии – это тот предмет, который его интересовал больше остальных. Именно вот нынешняя Россия вот позволила вот это, начать это строительство. Сейчас столица строится. Это действительно, вот, кто понимает, очень такое большое моральное удовлетворение. А это Белан Усманович Яндиев. Настоящий старейшина. Мог бы командовать, а работает наравне с молодыми. Я из Ингуш. Я этим не горжусь. Магаз – это город солнца. Ну, это, конечно, каждому ингушу это радость. Не то, чтобы, да. Строим, и неплохо строим, между прочим. Без работы не могу. Скучно. Я уже тут в Багасе построил, обделку сделал мэрии, и таможню я построил, юстицию построил. Ингуши всегда были одними из лучших строителей здесь, на Северном Кавказе. Потому что мы гостеприимный народ, вежливый, уважительный. Вообще наш род Яндиевый, ант-строители. Я говорю, что я ингуш. Подносят Белану Усмановичу кирпичи. Растут стены, размешивают строители раствор. А на стройке работает радио. Ингушетия моя, милая, родная, ты меня растила, сердцем согревая, благородству и мужеству ты меня учила, человеком быть веля, что бы ни случилось. В испытаниях любых ты моя отрада, и других кумиров мне, признаюсь, не надо. Наставляла ты меня людям быть опорой и без памяти любить седые эти горы. Я твой пахарь и поэт, если надо, воин. Беспечально б умер я, если б знал, что я тебя хоть чуток достоин. Прекрасные стихи. Открою вам секрет. Их написал мой друг, поэт Цычоев. Сейчас он работает городским головой. Да, это тот самый, который встречал меня в мэрии. Эздел динал халха дуахаш, солиловия, саньяна мох, кичевусо, кам халха дуахаш, диалога редеха, сей камаго, ваха кичевусо, восидола, саньяна мох, а эскер хохила кичевусо, эйдеш хак аман сигал гайчи, юкера эздел эйдеш хайоа, хилбо хадиакало, эйлуш бога, сосидола галгайчин мох. А поет золотой голос Ингушетии и просто красавица Айна Гетагазова. Певчая птица Ингушетии, говорят об Айне. А какие глаза! Это национальное ингушское имя, древнее. Происхождение этого имени, скорее всего, арабское. Что перевод у него с арабского языка переводится как «глазастая». Отвечает действительности. Да, спасибо. У Айны активная гражданская позиция. Все, что происходит в республике, трогает ее до глубины души. Видно, что она следит за стройкой и готовится принимать туристов со всей России, как щедрая и радушная хозяйка. Город Магаз, новая столица с древнейшей, богатейшей историей. Здесь очень быстро происходит темпы строительства, очень много нового, очень много гостиниц строится, уделяется внимание
всяким аттракционам и зонам отдыха большое. Поэтому, конечно, мы только рады гостям. Нам хочется, чтобы весь мир узнал и увидел о том, что есть такая республика в России, в которой каждый человек из любой точки нашей страны или даже любой точки мира найдет для себя очень много нового, интересного и встретит гостеприимство со стороны хозяев и жителей республики. По городу имеет смысл не спеша прокатиться на машине. Не нужно забывать, что Магаз – единственный город, построенный с нуля в современной России. Здесь все продумано. Людям удобно ходить на работу. Есть где прогуляться. И нет ветхого жилья. Его и не может быть в таком современном городе. Я продолжаю гулять по Магазу. Я здесь гость, то есть главный человек. Все со мной здороваются, спрашивают, как у меня дела. Живу в роскошной гостинице. А вот, видите, дом с зелеными окнами. Это самая лучшая гостиница в мире, и она расположена в городе Магаз. Действительно, дорогие друзья, я жил в разных отелях, но это по-настоящему роскошные номера. Это не 5 звезд, а 10. Если бы мне было позволено присваивать эти звезды, я бы 10 звезд запросто этой гостиницы на фасад приклеил. Ингушетия – мусульманская республика. Люди верующие, набожные, алкоголизм и наркомания обходят этот регион стороной. Строительство мечети – одна из первоочередных задач. Слышите детские голоса? Это будущие прихожане. Фундамент уже заложен, работа ведется. Как ведется работа по строительству духовного центра мусульман, исламского университета, культурного центра и так далее. Но на данный момент жители Магаса совершают пятничную молитву в мечети, которую мы видим. Она маленькая, не вмещает всех жильцов Магаса, но пока люди как бы уезжают в другие мечети, как-то выходят из ситуации. Алихан Нальгиев – настоящий проповедник. Видно, что он верит в то, что говорит, и поэтому слушатели тоже наполняют свои сердца верой. Всевышний в Коране говорит, астагфируллах, мы призываем людей поклоняться Всевышнему, и вслед за поклонением Всевышний вторым по значимости поставил «Вабильвали дейни ахсана» и делать добро родителям. На втором месте довольство Всевышнего в довольстве родителей, гнев Всевышнего в гневе родителей. Вот достаточно уловить вот эту маленькую суть отношения к религии. А пророка нужно любить больше своих родителей. А если ты обидел человека другой веры, ты обидел пророка. С уверенностью могу сказать, что этноконфессиональный климат у нас в республике сегодня можно позавидовать. Если ты любишь своих родителей, будь добр, уважай чувство любви к родителям других людей. Если ты любишь свою религию, если ты любишь свою родину, уважай чувство любви к родине и к своим родителям, и к своей религии других людей. Только тогда ты достойный человек. Главное – верить. И тогда можно сказку сделать былью, а быль – сказкой. Сейчас я расскажу вам такую сказку, и, как обычно в сказках, начну издалека. Дорогие друзья, в самом начале нашего пешего путешествия по городу Магаз я сказал вам, что Магаз – это город орлов. В прямом и переносном смысле. Ну, в переносном вы, наверное, все уже догадались. Каждый мужчина в Магасе – орел. А вот в прямом. А в прямом смысле действительно орлы-то в небе летают, кружат над нами. Где же они живут? А живут они вот в этом сооружении. Это самая большая башня на всем Кавказе. Давайте подойдем к ней, поднимемся наверх и встретим кого-нибудь интересного. Может быть, не только орла, но и человека. Человека с большой буквы.
Это была присказка. А вот человек, который своими руками делает сказку реальностью. Абаязид Харсиев. Он лично отвечает за каждый камень этого прекрасного сооружения. Башня крепкая, очень даже, я так думаю, Аллах даст, все отлично будет, башня стоять будет, на наши века будет стоять башня. Огромные кованые ворота ведут внутрь. Поднимемся наверх. На вершину башни ведет настоящая дорога. Можно подниматься пешком, а можно заехать на маленькой электрической машинке. Поднимаемся снизу, до конца подъем идет 1,700 км. Панду шириной 2,5 метра. Ну, подъем не трудный. Любому, даже взрослому человеку, он даже не чувствует, когда поднимается на этот подъем. Старшие мои братья, Алихан и Асламбек, они предусмотрели, чтобы людям не было трудно, и купили вот такую технику, чтобы поднимать сюда материал. Песок, щебень, цемент, воду. Маленький трудяга-трактор затаскивает наверх строительные материалы. Башня выглядит готовой, но внутри еще идут отделочные работы. Рабочие применяют суперсовременные технологии и стараются от души. Они понимают, что сейчас вписывают свои имена в великую историю Ингушетии. Дышится легко. Кажется, башня гармонизирует пространство не только вокруг себя, но и внутри. Когда мы начали строительство башни, и пришли старики, старейшины, совет старейшины, и задали мне вопрос такой: за какие деньги это строят? Ну, я им ответил: вот мой старший брат Алихан, его младший брат Асламбек, а вот они строят за эту башню за свой счет. За свой счет построят. И подарок людям, для республики подарок. Такую красавицу. В современном мире чудеса случаются редко, но они есть. Башня готова. Мы с мэром прогуливаемся по стеклянной смотровой площадке на самой вершине. Смотреть вниз жутковато, но приятно. Ведь когда еще окажешься на такой высоте? Мы стоим на вершине самой большой башни в мире. Другой башни в мире, насколько я знаю, такой высоты нету. А, конечно, в Дубае есть башня километровая. Это же не копия исторической башни, это просто башня. Башня Согласия, Магаси, это бренд Ингушетии, потому что все те, кто приезжает в нашу республику, в любом случае, в первую очередь приезжает в Магас, останавливается в Магасе. И бывает так, что не все успевают попасть в горную часть, к сожалению, не все успевают, поэтому уже здесь на месте мы можем показать свою башню. Ингушей невозможно представить себе без башен. Народ состоит из тейпов. У каждого тейпа своя башня. А в Магасе построили главную башню. Одну на всех. И она называется Башня Согласия. Говорят, что в ней 100 метров. На самом деле 99,9 по числу имен Всевышнего. Давайте осмотрим ее со всех сторон. С башни виден кортеж президента Юнусбека Евкурова, а его здесь очень уважают. Когда глава во дворце, на сердце спокойно. Домики внизу как игрушечные, будто на макете. Вон она за моей спиной, 100-метровая башня-красавица. Вдумайтесь только, 100 метров железобетона вверх. Это ж какая махина. Бывает, облака садятся и закрывают ее почти до середины. И орлы тогда, наверное, сидят в своих гнездах и не знают, куда лететь. Погода-то нелетная, но туманы в Магасе редкость. В основном солнечно. А здесь телевизионный технический центр. Как простые люди говорят, телецентр. Окрашен в цвета национального флага. И это один из самых современных телецентров в России. Когда еще я не работал в телевидении, мне всегда было интересно, как это у них там, что у них там внутри. И вот сейчас я приглашаю вас вместе со мной
Пойдемте внутрь и посмотрим на настоящих волшебников ингушского телевидения. Помните, в самом начале моего рассказа, когда речь шла о том, как называли столицу Ингушетии, вы уже видели это лицо. Настало время представить нашего героя. Это Куреш Олегович Агасиев, директор национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Мы с ним залезали на крышу телецентра, чтобы позади было видно башню и горы. В современной России редко можно встретить руководителя такого уровня, который согласился бы по крышам лазать. Легкий на подъем, говорят о своем начальнике, работники телевидения. Веселый и дружелюбный человек. Сейчас мы вещаем в спутнике. То есть мы вещаем практически на весь мир, ну, на всю Россию, на всю Ингушетию так точно. Мы вещаем с 6 утра и до 2 часов ночи. 6, 7, 8, 9. Сразу подряд идут 4 выпуска новостей. Там 3 по 10, потом 20 минут. Потом в 12 часов новости, потом в 16 часов новости, потом в 19 часов выпуск на ингушском языке, в 21 час праймовый выпуск, в 23:30 постпраймовый выпуск и в 2 часа последний выпуск. Внимание, летим первая, третья. Говори. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Кроме блестяще поставленной новостной политики канала, особое внимание уделяется исламскому проповедованию. В основном эти программы всегда делались на ингушском языке. Ну, все-таки понятно, да, религия, ислам там для местного потребления. Но, тем не менее, мы эту программу сейчас начали делать на русском языке. Она идет на ура. Ее в первую очередь очень хорошо восприняли здесь, на месте, ингуши, наше население Ингушетии. И она очень хорошо воспринимается уже и нашими потребителями за пределами Ингушетии. Потому что многие вещи, о которых говорится в этой программе, ну, о вечном. Ислам – это на самом деле религия добра, религия разума. Не оставляют своим вниманием и ингушские традиции. Джабраил Алмазов как раз ведет такую передачу. В национальном ингушском костюме он рассказывает ингушам и всем, кому это интересно, о том, как принято вести себя на этой земле. Его вся Ингушетия знает, но он очень скромный и никогда не зазнается. От этого люди уважают его еще больше. У нас очень строгий менталитет. Нас с детства воспитывают, чтобы мы уважали старших, чтобы никого не боялись, чтобы всегда были мужественны, чтобы защищали наших женщин, соответственно, свою родину и отчизну. Сегодня у нас общий дом Россия, поэтому у нас единое государство, единая родина. И наше дело еще больше укрепить все это. Защищать свою страну, своих родных, своих близких. Это первый долг каждого мужчины. Я провел полжизни в различных телецентрах. Мне известно, как устроено телевидение. В новом телецентре Магаса я чувствую себя так, будто попал в будущее. Суперсовременные студии. Декорации делали лучшие художники России. Идеально продуманные аппаратные, в которых удобно работать бригадам. Монтажные и аппаратно-студийные комплексы объединены здесь в единую программную цепь. Сюжеты оперативно монтируются без потери качества, так как применяется безленточная технология. Здесь все продумано до мелочей. Простой человек может заблудиться в лабиринте коридоров, но опытный телевизионщик пройдет по телецентру с закрытыми глазами. А Лейла ведет праймовые новостные выпуски. В Москве люди, занимающие такую должность, на улицу выйти без сопровождения не могут. Полгода в вечерних новостях и за хлебом сам не пойдешь. Посылать кого-то надо. Все будут пальцем тыкать. А за границей некоторые знаменитости такого уровня, даже мужчины, чедру носили. Но в Магасе все не так. Вы знаете, здесь большую роль играет менталитет. Наш народ, он, в принципе, очень сдержанный. И поэтому вот такого чувства
что я, как вы сказали, цитирую, звезда, я абсолютно не ощущаю этого. Даже если меня узнают, не всегда это покажут. Просто из уважения у нас это называется, из-за боязни смутить человека. Дискомфорта какого-то я не ощущаю. Лейла Цурова стояла у истоков создания нового телевидения. Когда стал вопрос о создании собственной национальной телерадиокомпании, сразу было понятно, что если и делать, если и создавать, то только вот так, масштабно и с привлечением самых последних технологий. По всем направлениям была очень слаженная, очень серьезная работа. И эта работа удалась. Безусловно, есть гордость. Гордость хотя бы потому, что все, кто к нам приезжает, очень серьезные товарищи, которые работают на достаточно высоком уровне в сфере журналистики, они все отмечают вот то, как мы подошли к этому вопросу. И, естественно, когда ты в стенах таких работаешь и понимаешь, что от тебя ждут, ты как-то и стараешься. И я надеюсь, если такими темпами пойдет все и дальше, то наша целевая аудитория увеличится раз в 5-6 как минимум. Есть у Лейлы мечта. Она хочет побывать там, где сияют другие звезды. Я действительно хочу слетать в космос. Просто попутешествовать, посмотреть из окна на вот эту красоту, о которой говорят везде все, кто там побывал. За это, да, многое можно было бы отдать. И именно рассказать об этом я бы тоже хотела, что называется, из первых уст. Я уверен, что мечты сбываются. И когда-нибудь мы обязательно увидим этот репортаж. А пока выйдем на улицу и посмотрим, чем занимается звезда в свободное от телевидения время. Воды в реке Сунжа сейчас нет, но так будет не всегда. Лейла Цурова, пресс-секретарь городского главы Беслана Цычоева. Скоро журналисты должны узнать, куда же делась вода. И Лейла по поручению мэра выясняет это у начальника отдела архитектуры и строительства администрации города Магаз Ахмета Батыгова. Один из самых крупных, масштабных, я бы даже сказала, проектов в Ингушетии, безусловно, это строительство прибрежно-парковой зоны. Вот. Для столицы она просто необходима. Какие границы у нас? А вот можно прям показать конкретно, где будет простираться эта застройка огромная? Более 35 гектар, насколько я знаю, да? Вот от реки до проспекта Зязикова у нас расположена прибрежно-парковая зона. Есть ли какая-то изюминка? По окончанию строительства прибрежно-парковой зоны у нас на треть увеличится население города. Прибрежно-парковая зона. Ключевое слово «прибрежно». Соответственно, предусматривает наличие самой реки или какого-то водоема. Вот мы сейчас, вот вы мне все это рассказываете, объясняете, я не могу себе представить, как это будет выглядеть, где непосредственно вода и когда планируют сделать так, чтобы все-таки это была именно прибрежная зона. Проводятся берегоукрепительные работы, поэтому мы пока временно перекрыли воду. Также здесь предусмотрены дамбы, чтобы вода накапливалась. Вся Россия знает, что мы отличные строители, быстро строим. Мы это на примере прибрежно-парковой зоны докажем. Поверьте, вода будет, и будет очень красиво. И это будет скоро. Однажды в Москве я услышал прекрасную песню. Я знал, что ее поет Рахман Беков, солист Государственной филармонии Ингушетии. С тех пор я хотел встретиться с этим человеком, и теперь у меня появилась такая возможность. Для меня Магаз, как бы вкратце я бы, наверное, не высказал. Для меня Магаз – это моя душа, это мой смысл, это то, что я бы хотел, чтобы был примером всему миру благих дел. Магаз для меня – это моя душа и мое сердце. А теперь Рахман споет для меня, да и для вас, мою любимую песню. И вы, дорогие мои зрители, обязательно послушайте ее внимательно. Казахи бір
шлели расон, тукае зашлели расон, он сухачи жемчурта, лалил шватарисо, он сухачи жемчурта, лалил шватарисо. Там в горах-то вечные орлы, где опасна каждая тропа, обитают горные орлы и приют находят облака. Обитают горные орлы и приют находят облака. Здесь нет детских домов и домов престарелых. У всех несчастных есть заступники. В магазинах не продают алкоголь, потому что на него нет спроса. Нет проблемы курения и наркомании. Это грех. По-нашему курить, наркотики. Футбольное поле никогда не пустует. Каждый день играю в футбол, дыхалка улучшается, выносливость. Мы бы хотели создать свою команду, свою, чтобы магазовские были. Магаз только почитает. Скоро у нас своя команда будет. Во-первых, мы бы хотели новый газон, чтобы, если упасть, не было больно. Даже, чтобы ссадины не оставались. Еще, если по возможности, хотели бы тренера хорошего, чтобы он поделился с нами опытом своим. Мальчишкам свойственно мечтать. И очень приятно, что мечтают они не о гаджетах, а о собственной команде. Не о тусовках, а о хорошем тренере. Магаз, вперед! Мечты юных футболистов обязательно исполнятся. В этом уверен наш следующий герой. В городе, в Магасе, конечно же, это все нужно, это будет. Не все сразу, Москва тоже не сразу строилась. В городе за последнее время построено очень много спортивных сооружений. Я сам присутствовал на некоторых из них, на открытии их. Это плавательный бассейн, это комплекс теннисных кортов, вот, и многие другие. То есть для спорта здесь вообще никаких проблем в городе нет, он будет. Слышите эту песню? Ее сложили в благодарность за великую победу, которую Рахим одержал на Олимпиаде. Рахим, тобой гордятся наши горы. Ты самый лучший, ты такой один. И континенты вместе с нами вторят. Да здравствует наш чемпион Рахим. Слава этого скромного человека так велика, что именно ему доверили зажечь олимпийский огонь на башне Магаса. Любого прохожего на улице останови и спроси, что вы испытываете сейчас? И он ответит. В первую очередь гордость, что у нас столица такая, что наконец-то жить начали нормально. Магаз для меня это все, так скажем, как говорил великий воевода Салахаддин. Для меня Магаз это, знаете, это для меня он значит очень много. Это центр мира для меня. Для меня Магаз самый лучший город мира. Для меня он и благородство, и честь моего народа, которого я очень люблю. Алаудина Эсмурзиева называют соловьем Ингушетии. Он настоящий богатырь и по физическому сложению больше похож на беркута, самого большого орла России. Как и все сильные люди, Алаудин очень добрый. Алаудин вместе с друзьями отправляется на репетицию. Сегодня мы уже слышали фрагмент гимна Ингушетии в исполнении школьников. А теперь давайте послушаем весь гимн целиком. Его споет Алаудин Эсмурзиев.
Allah deliniz bağalğıçın ve zandela yok yığalğıçı Allah deliniz bağalğıçın ve zandela yok yığalğıçı Lakkada da yok kaya çoğnuş Vastağış hadiğa yarış Delal dolaş halba haqonğış Çerleha boğa bir yarış Allah deliniz bağalğıçın Çerlehanız bağalğıçın Allah deliniz bağalğıçın Çerlehanız bağalğıçın شحيخة قياساتو ديزا بين حغيوت صباغر لحتو أخش داخل دلعتا رستولي أزلعتا آخا الله حديل نصباغ الغيشن لحتا آخا نصباغ الغيشن الله حديل نصباغ الغيشن لحتا آخا نصباغ الغيشن وقال قصتوس حيلش دكتو موليتو حجاغ خدي أخي حمصص خيلة مقادح دالك آخا الله دالنس باغالغيشن كرت مقاخليت غالغيشن الله دالنس باغالغيشن كرت مقاخليت غالغيشن Ну вот и все, дорогие друзья. Закончилось это удивительное и увлекательное путешествие по столице Ингушетии, Магасу. Я отправляюсь дальше. Ну а вы, если слышите мои слова, если верите мне, обязательно следуйте по моим стопам. Приезжайте в Магас, и вы увидите, что самое главное сокровище столицы Ингушетии – это ее жители. Чудесные, расположенные к дружбе люди в каждом доме вас примут как родного. Да не просто как родного, а как, пожалуй, самого дорогого гостя, который только может быть на свете. Это особенность путешествий по Ингушетии. Здесь все удивительно гостеприимны. Меня зовут Тимофей Баженов. Следуйте за мной, будет еще интереснее.